Богом. Земные и небесные. Так, ну давайте на улицу, если как-то делать реже, все, Так. Мы стоим на месте, не дергайся. Я генерал-лейтенант советская, позже российская армия, Лебедь, воевал в Афганистане, решал межнациональные конфликты в Азербайджане, Грузии, в ряде других регионов бывшего Советского Союза. Везде мы начинали за здравие, кончали за упокой. Война везде уходила в плоскость войны с народом. Ушла она в эту плоскость и здесь, на чеченской земле. В таких войнах не может быть победителей, да они не нужны. Я считаю себя лично ответственным перед всеми российскими матерями, русскими, чеченскими, их именем тех, кто уже не дождался своих сыновей, именем тех, кто может не дождаться, если война будет продолжена. Твердо решил прекратить эту кровавую вакханалию. Войска уйдут из города Грозный. На их место станут совместные комендатуры, и совместными усилиями вчерашние враги обеспечат в городе порядок, обеспечат его демилитаризованный статус. Войска уйдут из Чечни, потому что конституционный порядок не наводится авиационными ударами, артиллерийскими обстрелами. Если в стране существует Конституция, тогда
В августе надо получать денежное удовольствие за август, а не за май. Я предвижу многочисленные нападки, как со стороны ура-патриотов, так и со стороны ура-демократов. Я заявляю, что органы внутренних дел определят их адреса, военные комиссариаты призовут их, я создам из них ударные батальоны и предоставлю возможность навоеваться в волю. Возглавят их лихие генералы-политработники, депутаты Государственной Думы. Все те, кто со мной не согласен с подписанием мной этого соглашения, могут на меня жаловаться в любые инстанции, до президента и Господа Бога включительно. Но воля моя тверда, война будет прекращена. Те, кто будут этому мешать, будут отстранены. Я благодарю вас за внимание. Пару слов. Была война, война варварская, жестокая, коварная, подлая, которая унесла многие жизни ни в чем не повинных людей, российских парней, которые увезли отсюда под грузом 200 и сотен тысяч чеченских детей, женщин, стариков. Поэтому сегодня я хотел бы еще раз сказать, что чеченские бойцы, как бы их ни обзывали, бандитами, сепаратистами, они воевали не для того, чтобы победить Россию, а воевали, чтобы спасти свой народ от очередного уничтожения и завоевать то право, что нас больше не будут уничтожать. Поэтому сегодняшний документ, который мы подписали, дает реальный шанс отрезвить тех подлецов, которые начали эту войну, которые продолжают, и которые сегодня им очень тяжело его остановить. Если Александр Иванович своей волей, твердостью сможет нам помочь в этом, чтобы спасти и народ российский, и народ чеченский, мы ему в этом поможем. Какие детали соглашения? Какие-нибудь принципы общие хотя бы? Когда войска покинут? Сроки. Какие детали? С завтрашнего дня начинаем отвод войск из южных районов. С завтрашнего дня начинаем формирование совместных кандидатур. Через 2 дня я вернусь сюда, чтобы подписать совместный документ о наших взаимоотношениях. Это будет политический документ. Отводим войска, все войска из Грозного. Вводим на их место сформированные новые совместные кандидатуры. Они прикроют город от мародеров, грабителей, насильников, убийц. Все лица, занятые в коммунальном хозяйстве, должны выполнять свои обязанности неуклонно. Жизнь остановить нельзя, город должен жить. Хлеб надо печь, магазины должны работать, вода должна течь. Далее предприняв этот шаг, разведя дерущихся, прекратив кровопролитие, в соответствии с подписанным соглашением, осуществляем вывод войск поэтапно, по договоренности, прикрывая его, прикрывая его совместными усилиями, ставя во главу угла принцип: больше не должен погибнуть ни один солдат. Остальное все, полагаю, детали. Самый главный принцип, самое главное, в чем заключается совместные усилия, совместные согласительные комиссии, совместные комендатуры, чтобы действительно, чтобы с этого дня не погибал ни один российский солдат и мирный житель. Вот главная задача. Не поднимался вопрос о власти? Кому будет принадлежать власть? Через 2 дня я вернусь
с проектом документа, мы его обсудим и подпишем. Как долго продлится вывод войск? Надо сделать первый серьезный шаг. Развести дерущихся сегодня. Тогда есть смысл рассуждать на эту тему. Оговаривать все последующие шаги и претворять их в жизнь. Надо сделать первый широкий твердый шаг. Когда можно возвращаться в город? Дайте нам поработать 2-3 дня. Спасибо, друзья, спасибо. Благодарю. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Мы вас поздравляем. Спасибо. Много. Но мы, вот те, кто с вами, мы так и останемся. Назад теперь, назад. Давай, 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 давай. Давай, давай, убирай. Ребят, осторожно. С этими мальчиками не буду, они соответственно образом оборудованы. Уважаемый. Спасибо.